Да, я коренной волковыский житель, родился здесь в 87 году. И за минусом отлучек на университет и отработку в колхозе я всю жизнь прожил здесь. Это мой родной город. Ну, конечно, я люблю свою страну, я люблю этот город. И возникали не раз мысли куда-то уехать и в юности, и потом с семьей. Может быть, они возникнут еще, но, конечно, свой город я люблю. Я построил дом в микрорайоне Южный. Микрорайон этот совсем новый, был Старый Южный, и Новый Южный нам выделили 600 участков, нарезали, протянули электричество, газ, воду, тут ничего не скажу, инфраструктура на уровне. И мы жили в каждой своей крайней хатке. Я знал 2-3 соседей по улице, там, и еще 10 человек со всего Южного, какие-то рандомные знакомства, не потому что мы соседи. А сейчас, да, я знаю полпоселка. А как случилось, что я познакомился с большинством своих соседей? Ну, наверное, это случилось эволюционно, так как случилось у всех. Мы не знали друг друга до этого лета, а вот с этого лета мы начали друг друга знать. Так как-то получилось. И сейчас мы дружим, ходим друг к другу в гости, поздравляем с днем рождения. У нас есть девочка, которая печет на дни рождения людям великолепные торты идеологически неправильных расцветок. Наверное, то ли на государственном, то ли на ментальном уровне у нас это взращивалось. Вот у тебя своя крайняя хатка, вот твоя зарплатка, вот тебе Польша с Белостоком, с закупами, вот тебе дача, вот тебе массовое мероприятие на 9 мая. Сходи, поешь шашлыка, выпей водки из пластикового стаканчика. И все было как бы нормально. Но вот время подкинуло новые вызовы, и люди поняли, что можно же жить по-другому, можно жить как-то иначе. И так круто жить по-другому. И круто узнавать новых людей. И быть частью коллектива, и быть частью общества, а не господаром своей крайней хаты. В принципе, это было возможным и раньше. У Глеба Лободенки есть сайт Мова на Ново, где можно кликнуть и увидеть свидетельство о регистрации, выданное Минским районным исполнительным комитетом. То бишь 7 лет курсы легально действуют на территории всей страны. И у нас в Волковыске тоже были раньше как-то попытки эти курсы сделать, но, видимо, попытки были столь ничтожны, потому что это хотел сделать какой-либо один человек. А тут так совпало, что, во-первых, появился запрос на мову, мы все это чувствуем, правда? И, во-вторых, появился запрос на, как минимум, возможность легально собраться и просто побыть вместе. Попить чаю, поговорить о жизни и просто побыть вместе людям, которые не хотят сидеть по своим крайним хаткам, у которых запрос еще и на общение, на запрос на то, чтобы быть частью общества. К нам приходят пенсионерки. У нас по гендеру больше, конечно, девушек и женщин почему-то. Хоть есть и парни, и есть активные парни, и есть хлопцы, которые спрабуюць размаўляць па-беларуску, але ў іх атрымліваецца па-польску, але все ж таки спрабуюць, и это выдатна. Есть у нас женщина-украинка, она тоже на тросянке лупит украинско-белорусской, и это просто прекрасно, понимаете. Есть у нас учителя белорусской мовы, выкладчики. И вот когда приходят новые люди, мы каждое новое занятие, мы спрашиваем, кто впервые. Люди поднимают руку, мы вызываем 4-5 человек, задаем им стандартные вопросы. Кто ты, как тебя зовут, где ты трудишься или чем ты занимаешься и зачем ты сюда пришел. На последний вопрос все, как правило, отвечают, я пришел, как выучать белорусскую мову. И одна женщина отказала, я докладно пришла не мову выучать, потому что я ее выкладаю там 20 годов. Вот. Она великолепно знает белорусскую мову. Она просто пришла, чтобы побыть белорусскомовным осяроддзем. Когда мы выпускаем афишу, сегодня мы просто поговорим про лексику и грамматику, то придет 30 человек. А когда сегодня у нас Войтюшкевич, то придет 60. Да, конечно, если честно, это немаловажный фактор. На Войтюшкевича я видел, что пришли совершенно новые люди, и спрашиваю их, вызываю, для чего вы пришли. Все отказываются. Я пришел, как выучать белорусскую мову. А я кажу, а мне, здається, ты пришел, как сегодня послухать Войтюшкевича, потому что ранее мы тебе не башили. Поэтому да, конечно, это такой фактор немаловажный привлечения людей в том числе. Потому что я укушенный, я переживаю за свою страну, я хочу, чтобы она развивалась, я хочу, чтобы мы были нацией, чтобы мы не были безликой частью 1/15 Советского Союза, как Хрущев сказал. Вот все по-русски говорят, тогда будет коммунизм. Нет, у нас есть своя мова, у нас есть своя культура. А зачем мне это? Я объяснить не могу. Я только радуюсь хотя бы тому, я недавно прочитал книгу Ларисы Евгеньевич «Споведь». Я радуюсь тому, что я не укушен настолько, насколько она.
что меня укусило в более легкой степени. Конечно, я бы хотел до этого дожить, чтобы это увидеть, что мова везде, а курсы не нужны. Но я просто уверен, что нас впереди ждет только лучшее. Люди увидели людей, люди познакомились друг с другом, и люди хотят лучшего уже сейчас не просто, как я опять отсылы к крайним хаткам и так далее, не только своего домохозяйства, они реально хотят лучшей страны. И я сейчас не говорю про какие-то там глобальные призывы к чему-либо, я просто на уровне общественном. Люди почувствовали, что они люди, и я уверен, что мы обречены на успех.